За него, вот, но пока он меня не вызывает. Вот. Ну и желания как бы сейчас на данный момент такого нет. Здесь много новых оппонентов, нужно драться с ними. Я так считаю. В дальнейшем, возможно, наши пути пересекутся. Если Даурен будет продолжать выигрывать, я буду выигрывать, да, может, где-то наши снова дороги сойдутся. Даурен, считаешь ли ты своего соперника Мубаракшоева, ну, такой задачей со звездочкой, скажем так? 8 побед, 0 поражений, большой, крепкий, физически сильный, хорошо дышит. Скажи, пожалуйста. Мубаракшо, мы были в одной лиге в одно время и оказались в Эльсей тоже в одно время и провели по одному бою. Мубаракшо, да, сильный боец, и у меня немало было соперников, у кого было в графе нолик, но я им всем подпортил, конечно. Так что завтра посмотрим, как решится. Мубаракшо, как ты относишься к тому, что тебе не только нолик испортят, но, возможно, настроение завтра? Что думаешь? Всех приветствую, во-первых, ассаламу алейкум. Я, по крайней мере, так не думаю. Закроется завтра клетка и посмотрим, что у кого испортится, скорее всего. Да, у нас, аплодисменты, друзья, у нас есть вопрос из зала, да, я так понимаю, Махарбек Каргинов. Давайте поприветствуем Махарбек Каргинов. Он не присутствует сегодня на пресс-конференции, но также у него бой есть. Я не Махарбек Каргинов, это Дмитрий Губерниев, Матч ТВ. Очень приятно, очень приятно. Спасибо, что пришли. Пару вопросов президенту лиги. У каждого человека есть любимчики. Мой любимчик, к примеру, Махарбек Каргинов. Импровизирует хорошо, креативит. Какие любимчики у вас? И какой ответ бы не был, я думаю, к концу следующего года наши мнения сойдутся. Второй вопрос. В случае, в случае, когда завтра победит этот интересный боец, также победит Хафиз Сакибеков, могут ли они встретиться на ACA 200? Спасибо. Так, на первый вопрос скажу, у меня действительно здесь нет любимчиков, на самом деле. Но я уважаю бойцов, которые в первую очередь серьезно относятся к своей работе и дерутся зрелищно. Вот. Любимчиков действительно нету, такие понятия у нас нету. А так, если ты и Хафиз выиграют, конечно, есть смысл этот бой организовать на ACA 200. Но я не обещаю. Спасибо большое. A minha pergunta é para o Muslin. Muslin, como... Хотел с победителем этого боя встретиться. Фаридун, тут есть вопрос. Как-то ты с Эльмаром выпадаешь из этой схемы. Что ты скажешь по поводу наполеоновских планов Леонардо Силвы? Приветствую всех. Ассаламу алейкум. Насчет его мнения, я не знаю, но как решит лига, кого даст лига, я с ними буду драться. Но я думаю, я впереди него стою, и мы с Эльмаром заслуживаем биться за пояс. Кто из наших выиграет, тот, я думаю, заслужит биться за пояс. Можно эту реплику еще перевести для Леонардо? Primeiro, o vencedor da luta Faridun Elmar, eles vão lutar sobre o título. Depois você. Ты вообще в целом всегда вне вот этих треугольников, кто с кем интересно драться, так аккуратно подбираешься к своей цели. Скажи, нравится ли тебе вообще такое положение дел, когда тебя немножко из этой всей схемы выкидывают, скажем так, и ты находишься вне? Комфортно ли тебе, и ты ставишь, наверное, какие-то свои цели? Всех приветствую. Но
как сказать, в меня мало кто верит, но я опять доказываю, иначе показываю, выигрываю и побеждаю. И поэтому, наверное, не ставят на меня, и все пытаются как-то отодвинуть. Но я здесь, и я занимаю вторую строчку, и я как бы, можно сказать, первый, кто должен вообще претендовать на титул. Но мы с Фаридуном завтра это выясним, кто из нас будет претендент на титул. И я вам скажу так, я удивлю опять вас всех, ребят. Поэтому будьте готовы. В ходе Главное, подкаста... чтобы сам не удивился. Еще раз скажи, пожалуйста. Главное, чтобы он сам не удивился завтра. Мы завтра увидим, кто кого удивит. Фаридун, а чем планируешь удивлять? Напрашивается вопрос. Я не удивлю, я выйду драться и до конца заберу свое, иншаллах. Учитывая поединок Эльмара Гасанова и Сулейма Баталова, удивило ли тебя происходящее в клетке? Нет, не удивило. Он хорошо готовился по кроссу, походу. Нормально подрались. Да, в чем дело? Потому что ты тоже достаточно крепкий, габаритный парень, и Эльмар чисто теоретически может также успешно передвигаться и за счет этого, за счет передвижения многого добиться. Что ты планируешь с этим делать? Я же говорю, я верующий человек, я ничего не планирую. Я ухожу, то, что мы готовились с тренерами, буду делать свое и навязывать свое, и все. А результат только Всевышним. Есть что сказать? Ну, у каждого свое мнение бывает. Кто кросс бегает, кто не бегает, я не знаю, это их личное мнение. У меня как бы свое. Я выхожу побеждать, и у каждого своя тактика бывает на бой. Мы выходим, мы деремся. Как они определяют, бегать, что там бегать? Если ты двигаешься, это что, убегает, либо я спиной вперед бегаю, или как это называется, я не знаю, как они это определяют. Поэтому пусть будет готов. Завтра я заберу эту победу. Фаридун, ты вроде бы взял микрофон, что-то хотел сказать, но передумал. Все нормально. Это самое главное. По поводу оценок вашего поединка во время подкаста у Асланбека Бадаева была высказана следующая история. Значит, Муслим предположил, что 60-40 в сторону Эльмара, а вот Адлан как раз-таки был на твоей стороне, Фаридун, и сказал, что 60-40 в твою сторону. Как ты считаешь, чей прогноз наиболее справедливый? Ну вот это и завтра выясним, чей прогноз будет справедлив. Эльмар, тебе тот же самый вопрос. Но Муслим в этом дивизионе, можно сказать, обчистил всех, и ему более виднее, наверное, на сколько процентов я готов, и покажу завтра вам это всем. Да, Бахридин Джалалов, прошу вопрос. Всех приветствую, ассаламу алейкум. Фаридун, сразу вопрос задам тебе. Муслим и Адлан сказали свои проценты, кто победит в этом бою. Соответственно, Адлан сказал, что ты, Муслим сказал, что Эльмар. Твое мнение по главному бою вечера, кто фаворит? Честно говоря, я вообще не думал о их бое. У меня свой бой стоит предстоящий, я настраиваюсь и сфокусирован на своем бое. Но какой бы у них исход не был, я думаю, мы недалеко от друг друга, и мы встретимся с обоими, иншаллах. Спасибо. Муслим, можете вопрос? Да, начало, салам алейкум. Я увидел подкаст с Асланбеком. Ты сказал, что Фаридун, ты сказал Адлану, что если Фаридун не подсел функционально, то исход боя был бы другим. А Фаридун признался в том, что он недооценил Адлана. Нет ли такое ощущение, что ты недооцениваешь Адлана? Нет, у меня такого нету. Я всегда, когда выхожу на бой, я себе задачу всегда ставил. Постоянно кто-то кого-то, когда недооценивает, этот человек в конечном итоге он ошибается, и результат будет плохой. И вот это урок я для себя учил, какой бы соперник слабый не был, я на этого соперника готовлюсь как на самого сильного. Да, вот.
И на этот бой я тоже готов на все 100%. Никакой недооценки нету. Я знаю, на что способен Адван, я знаю, на что способен я. У меня есть все возможные шансы выиграть своего соперника. Спасибо большое. Можно сразу задам следующий вопрос? Мубаракшо и Даурен Ермек. Даурен, салам алейкум. Аллах, Казахстан. Рад тебя видеть. Да, рад видеть казахских бойцов топовых в Лиге Есей. Даурен, есть ли принципиальность в бою с Мубаракшо, так как у тебя есть незавершенная история с Фаридуном Адиловым, а Мубаракшо представитель таджикского народа и таджикской публики есть представление об аналогичности противостояния с Фаридуном, то, что у тебя было? Мне кажется, каждый сам в ответе, и каждый сам сможет ответить. Ну, с Мубаракшо у нас никаких, чисто спортивный интерес. Я на этот бой согласился за месяц и рад быть здесь, в последнем турнире этого года. И завтра обрадуем публику. Мубаракшо, завтра в зале будет сидеть Акайм Абадхон, твой отец, впервые в твоих боях. Вот, каково просто выступать перед своей публикой, ты это уже много раз это делаешь, а перед своим отцом выступать? Можно тишины в зале? Мой отец сам тоже так любит это дело. Он всегда следит за моими боями, но вживую, иншаллах, завтра он будет смотреть. Немножко, конечно, буду волноваться, но, скорее всего, я настроюсь на бой. Я, когда уже выхожу, я отключаюсь, я уже внешние связи отключаю и в своем мире, короче. Надеюсь, не помешает именно это давление. Да, спасибо. И последний вопрос от меня. Магомед, мне нужна ваша помощь. Мне нужна ваша помощь. Кто, по вашему мнению, из бойцов из Таджикистана в Лиге Есей является pound of pound в лиге? То есть из всех бойцов? Всех бойцов Таджикистана. Азам Гафуров. Он бывший чемпион WFC. Поэтому, да? Спасибо большое. Вопросов нет больше. Да, представьтесь, пожалуйста. Всем здравствуйте, ассаламу алейкум. Меня зовут Яром Мамадасламов, канал Яром Спорт. Первый вопрос у меня к президенту лиги Магомеду Бибулатову. Скажите, пожалуйста, вот сейчас насколько важна медийная бойцам, чтобы они могли раскрутить себя, скажем так, хайпа? Это первый вопрос. И второй вопрос у меня. Дмитрий Ганнибал Арышев и Мубаракшов, Федои Мубаракшоев должны были встретиться в другом лиге, но сейчас они в ACA. В случае чего, если они выиграют свои бои, возможно ли они встретятся в будущем? Насчет медийного бойцов я тебе, по-моему, позавчера уже отвечал, что это очень важно, что мы даже скрытные бонусы даем тем ребятам, которые раскручивают бои. Конечно, мы на это акцент делаем, чтобы боец и в медийном плане развивался. Раньше было так, быть скромным бойцом и хорошо выступать, это было нормально. А сегодня уже зрителям не так интересно, если ты хороший парень и хорошо дерешься. Вот теперь людям всем интересно, кто больше разговаривает, кто интересные бои проводит. Поэтому мы, да, очень важно и акцент делаем на это. А также насчет боя, который ты сказал, Мубаракшо против Арышева. Конечно, мы можем организовать такой бой. Главное, ребятам выигрывать. Вот и все, не проблема. Бой организовать не проблема. И последний вопрос у меня к Мубаракшо. Мубаракшо, сегодня вышло видео с твоим участием, где ты разговариваешь на английском и говоришь о цифровой платформе, о музбоксе. Это очень круто, когда ты спортсмен такого уровня, как ты. Расскажи, пожалуйста, более подробно о этой цифровой программе, или что как-то люди могут научиться разговаривать. Да, на самом деле это очень удобная, эффективная платформа.
Ее запустили мои младшие братья, и я являюсь амбассадором этой платформы. Вот с моим занятостью, утром, вечером тренировки я нахожу каждый день по часу, и за короткое время уже есть хорошие результаты. Всем, кому интересно, можете в Инстаграме, именно в страничке Ommusbox зайти, написать, вам очень быстро ответят. И по промокоду ФИДАИН обязательно будет хорошая скидка. Спасибо. Спасибо большое. Приветствую всем, ассаламу алейкум, с вами Хафиз, за кадром сегодня, Рома. Хафиз Закибеков, друзья, давайте поаплодируем, поприветствуем аплодисментами. Магомед, брат мой, у меня вопрос к тебе. Дай, брат, Махарбеку нос поправить. Я знаю, что Барзола ему такой урон не нанесет. Я тут дрался с ним. Он хочет, чтобы он получил именно от моих саблях. Вот. Поэтому надо нос поправить. Мне нравится такой бой, но вы не матчмейкеры. Мы сами решим, брат. Хорошо? Все, мы поняли. Спасибо большое. Да, прошу, можно микрофон на первый ряд передать? Вернемся к паре соперников Узейр Абдураков и Жикшылык Мырзабеков. Давайте поприветствуем.